В условиях пандемии Россия может оказаться фактически без жизненно необходимых лекарств. Уже сейчас в некоторых регионах не хватает медикаментов для лечения гриппа, COVID-19, ОРВИ и пневмоний. Бьют тревогу в Пермском и Алтайском краях, Крыму, Челябинской, Иркутской, Омской, Новосибирской областях, Кузбассе. Везде с лекарствами плохо, только у Голиковой все хорошо. Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства потребовал представить ему отчеты из регионов о запасах лекарств. Что случилось? Происки коварного Запада, заговор фармацевтов, пожар, тайфун, землетрясение? Да не боже мой. Все дело в сбоях в системе маркировки. Это новшество было введено в стране с 1 июля, а мы и не заметили. Не до того было. Согласно новым правилам, все лекарственные средства, поступающие в аптеки по стране, должны быть промаркированными средствами идентификации, а все участники оборота, производители, поставщики, продавцы, должны отчитываться на каждом этапе в систему мониторинга движения лекарственных препаратов МДЛП. Запомните эту зловещую аббревиатуру МДЛП. Представляете, каждый флакон, каждую упаковку или блистер с 10 таблетками валидола теперь нужно промаркировать и подать данные в систему с отчетом движения лекарства от завода, склада, границы до конечного потребителя. Цель, конечно, благая – борьба с подделками лекарств и черным рынком медицинских изделий. Но результат, как всегда, напоминает дорогу в ад. Помните, система Платон затронула водителей большегрузов. ЕГАИС коснулась уже множества людей, продающих и потребляющих алкоголь. МДЛП касается нас всех. Немаркированные лекарственные средства запрещено к продаже. И что в итоге? Все как всегда. Система, как и полагается, слегла. Она бы и так работала с проблемами, как и любой новый продукт. Но пандемийный ажиотаж добил ее окончательно. 2/3 иностранных компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей, на днях сообщили о проблемах с поставками 40 миллионов упаковок лекарств в Россию, пишет РБК. Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявляет: система маркировки запущена, как мы видим, без предварительного тестирования в боевом режиме. Сегодня она нагружена лишь на 10%, но дает такие сбои. Причем проблемы нарастают, как снежный ком. Если мы все оставим так, как есть, то придем к полному коллапсу. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил правительству России приостановить маркировку жизненно важных лекарств в период пандемии. Кстати, сам он тоже слег с ковидом. В общем, что мы имеем? Имеем типичную для нашей страны ситуацию. Дефицит лекарств в аптеках, при этом склады ломятся от продукции. Система маркировки бывает недоступна по 4-5 часов. Во время сбоя 30 сентября она и вовсе зависла на 2 суток. При этом сотни тысяч упаковок стоят нерастаможенные или не могут покинуть склады производителей. Переведите это в человеческие жизни. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.